Здравствуйте, дорогие подписчики и просто добрые люди. Всем привет из мини-приюта Игоря. Ну, у Игоря, как хотите. Спасибо вам за поддержку, за добрые слова. Встал вопрос о том, что существуем ли мы вообще на свете. Ну, на сегодняшний момент я вам сниму ночную съемку. Ввиду того, что вот мы это или не мы, вот наша девочка Гаечка, которая очень любит уютные места, которая осталась у меня до весны. Наша пострадавшая, сбитая Гаечка. Она тут любит вот прятаться в такие потайные места, в семерочки, в клеточки. Вот, вы меня должны узнать. Значит, наша любимая девочка Евочка. Вон она своим пропеллером маленьким машет. Это Лелечечка, которую мы нашли маленькой совсем под сосной щеночком. Она жила в варежке. И Хрюшечка, которую мы у наркоманов забрали, плодили щеночков. А вот это Машечка, Бортяшечка мы ее зовем. Это собачка Ларисы Володиной, которая ее спасла. Это наш Дениска, подрыж помоечный, спаниель, который был с разорванной головой щеночком, пытался подкормиться, его бомжи-бродяги подрали. А там наша Жулечка, которая, ну-ка, беремняшка Машка, которая на заправке обитала, из девушки заправщицы, говорит: дядя Игорь, помогите собачке, щенок совсем тут камышовый, дикий. Ну что делать, умрет ведь, зима на носу. Папа забрал полярного волка. Жульберт его зовут, девочка Жульберт. Ну, мы ее назвали Жулей, а на самом деле она Жульберт. Она очень умная собака. Она очень лапы подает. А вот моя девочка, девочка моя с ППЖ, отказница, Пышечка, моя алабаечка. Она у меня после стерилизации 75 килограмм. Ну, девочка хорошая, степенная. Это еще не все. Это теплая передержка. Там за стенкой еще у нас сидят. А у нас еще есть Дикушечка, которая родилась в техэтаже, но пока ходит передержками. Ну, маленькая черненькая лисичка. Но она уже выходит кушать, но все равно людей сторонится. Сейчас она на социализации. Ну, мы ей постелили во всех темных уголках, куда она прячется. Мы ей везде подстелили покрывалки. Она то туда забежит, то туда забежит. Она очень миниатюрная взрослая собачка. Она практически родилась в подземелье. И вот как может мы ее пытаемся социализировать на будущее пристройство. Это волонтерская собачка. Наша Евочка, девочка. Наша Евочка, щеночек. Благодаря вот вам, дорогие подписчики, и помощи вашей, собачки все живут достаточно хорошо. То есть в тепле, сытые, здоровые, привитые. Все, практически все. Вот эта девочка осталась последняя. Все стерилизованные. Завтра я сниму видео собачек, которые живут на улице. Наши якутские собачки на канале «Спасение якутских собак».
А то появились люди, которые не верят, что мы действительно занимаемся этими собачками. Ну, это же наши собачки. Это же мы принимаем участие в их жизни, непосредственное участие. Сейчас я сниму материал на улице. Про собак, которые живут на улице. Это веселая собачка. Была избита, подобрана 2 года назад, живет у меня. И почему-то она отцепилась, и сейчас мы пойдем собак всех выгуливать. Их надо выгуливать каждый день. Отпускать с будок, чтобы они носились, сушились. Будки должны быть открытые. Это заблуждение, дорогие подписчики, когда будки укрывают. Собаки там от собственного дыхания отпотевают. Умные собаки после 10 дней ложатся рядом с будкой и специально вымерзают, сохнут. Нельзя собак держать закрытыми. Теплая она, не теплая, толстые стенки, не толстые. Собака должна быть открытая. Это как гараж отапливать и с открытыми дверями. То есть разница будет в 1 градус. Закупорка будки — это неправильно. Я с собаками очень давно. Я в молодости ездовые упряжки держал. Про собак знаю практически все. Сейчас буду всех их отпускать на выгул. Они должны побегать, поноситься, быть физически здоровыми. Они должны хорошо питаться для севера, для морозов. Вот, сейчас буду всех отпускать. И, дорогие подписчики, будьте внимательны. В непростой ситуации активизировались всякие мошенники. Выкладывают материалы, посты, наши чеки. Отрывают у реальных собак, которым требуется помощь, деньги. Ну, в общем, жулики, одним словом. Проверяйте, пожалуйста, материалы. Вот. Это собаки Ларисы Володиной. Пока я их не могу вместе отпускать. Они еще только адаптируются. Они еще маленько дикие. Это орлик. На каждую собаку есть отдельный материал с самого начала и до конца. То есть по каждой отдельной собаке будет отдельный фильм.